Государственная эпидемиологическая служба Абхазии ежедневно с 10 января отслеживает ситуацию с заболеваемостью сезонным гриппом, и, по словам главного санитарного врача Людмилы Скорик, нет никаких оснований говорить об эпидемии. На сегодняшнее число все в рамках сезонной заболеваемости, которая наблюдается ежегодно. Никакого эпидпорога заболеваемости не достигнуто. По обращаемости в лечебные учреждения нашей республики все в рамках допустимых заболеваний. По словам специалистов, так называемый свиной грипп практически ничем не отличается от обычного сезонного вирусного гриппа. Главное его отличие – высокая контактность. Поэтому важно сразу же изолировать заболевшего как минимум на 10 дней, организовать больному постельный режим и лечение. Свиной грипп лечится так же, как и все другие виды вирусных инфекций. Специалисты призывают не поддаваться панике и следовать назначениям врача. Вот этот ажиотаж в республике, что вот именно свиной грипп, и что вот это так страшно, так это серьезно. Значит, хочу нацелить, что любое гриппоподобное заболевание лечится однозначно. Единственное, чем опасен свиной грипп, это своими осложнениями. Так вот, лабораторный анализ делаем лишь только для врача, чтобы врач четко знал, что к этому пациенту нужно обратить больше внимания. Почему? Потому что родителям надо сказать, что это заболевание опасно своими осложнениями. Чтобы этого ребенка четко провели полный курс лечения, четко выдержали дома, чтобы он не на третий день после спада температуры побежал, извините меня, гулять и общаться со своими сверстниками. Это минимально 10 дней, и ребенок должен находиться в изолированном состоянии. Большинство среди заболевших гриппоподобными, как говорят врачи, инфекциями, то есть ОРВИ, ОРЗ и другими, это дети. В детских садах и школах Абхазии заметно снизилась посещаемость. Кроме того, многие родители из страха, что их ребенок заболеет, не пускают детей в учебное заведение. Некоторые детские сады Сухума уже закрыты на карантин. Как сообщил министр образования и науки Адгур Кокоба, в школах Гулрипского района, а также в нескольких школах Сухума и Пицунды более 20% детей не посещают занятия. Сейчас выясняются причины их отсутствия. Министерством здравоохранения дано поручение соответствующим органам, районным отделам эпидемстанций, и они по каждым школам сейчас проверяют отсутствие, связано с болезнью детей, или это просто для профилактики родители не пускают их в школу. Надеюсь, что и не придется нам объявлять карантин, так как обращающих в лечебные заведения детей немного. Мы практически каждый час созваниваемся или встречаемся с министром здравоохранения. И вот когда они уже проверят ситуацию, вот по результатам уже будем принимать решения. Как отметил Адгур Кокоба, специалисты Минздрава в течение нескольких дней будут изучать ситуацию. Что касается карантина, то его объявят, если количество заболевших детей превысит 20% порог. Правда, в этом случае учебный год будет продлен. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.